Добрый день! Сегодня мы хотим представить вашему вниманию еще один экспонат нашего музея – якутский шаманский костюм. Шаманизм – это древнейшая форма религии, зародившаяся среди первобытных человеческих племен еще десятки тысяч лет назад. В той или иной форме шаманизм существовал у всех народов планеты. Одеяние шамана символизировало его особое положение в обществе и было призвано способствовать успешному выполнению его миссии. У народа Сакха костюм шамана считался важнейшим атрибутом его ремесла наряду с бубном. Костюм изготавливался в соответствии с определенными традициями. К примеру, Вацлав Серошевский упоминает, что железное украшение костюма шамана без опасности для себя мог изготовить только кузнец в 9-м поколении, что в то время, вероятно, было не такой редкостью, так как в традиционном обществе социальные роли и ремесла, как правило, передавались по наследству. Основание шаманского одеяния, состоящее из кафтана и передника, изготавливалось из выделанной шкуры животного, как правило, из коровьей, носившейся мехом внутрь. Полагалось носить его на голое тело. Подол и низ шаманского кафтана обшивались бахромой, нагрудник тоже обшивался бахромой по низу и по бокам. Иногда к костюму изготовлялись штаны и перчатки, вышитые изображениями кровеносных сосудов и костей. Почти на всех костюмах на спине имелся техин, кожаный ремень, закрепленный или на плечах, или под мышками. За этот ремень ритуальный помощник Кутуруксут удерживал шамана от причинения вреда себе во время религиозного экстаза, к примеру, от падения в очаг. Характерной особенностью шаманского костюма являются металлические подвески. Точное значение каждой подвески достоверно неизвестно. Источники расходятся в описании видов и назначения подвесок. Некоторые подвески имеют очертания животных и, вероятно, символизируют духов, помощников шамана. Некоторые подвески изображают человеческие кости, возможно, символизируя смерть и возрождение человека уже в качестве шамана. По данным Вацлава Серошевского, на хорошее одеяние шел пуд железа, то есть 16 килограмм. Другие источники упоминают костюмы в 2, а то и в 3 пуда. Исследователь Иван Худяков отмечал, что железные детали шаманского одеяния после изготовления ритуально окунали в кобылью кровь. При изготовлении шаманского одеяния также могли использоваться серебро и медь. Шаманский костюм не был неизменным, и по мере развития карьеры шамана, по мере роста его могущества, он мог дополняться новыми элементами. Отметим, что шаманский костюм не был обязательным требованием для проведения обряда. Есть свидетельство, что шаман мог проводить камлание в своей повседневной одежде, например, просто вывернув ее наизнанку. Или даже обряд мог проводиться в женской одежде. Более подробное описание якутского шаманского костюма вы можете получить при посещении нашего музея или приобретя диск с